Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и наступил новый 2018 год, и мы в боевом строю. Как всегда, среда, и с вами мы, Дарья Анкехова, Мария Куницкая и Анастасия Кондакова. В эфире «Город женщин». И тема нашего эфира сегодня – наши за границей. Ну, раз пошла речь о загранщине, у меня некоторые, так сказать, подсмотренные лайфхаки с западных сайтов, которые не переводятся на русский язык, и штучки, которые я там для себя подчерпнула и изготавливать будем сегодня, и внедрять в жизнь. Ну а что вам понадобится в первую очередь за границей? Это, конечно же, английский язык. И сегодня мы с вами будем практиковать времена английского глагола. Ну а также, дорогие телезрители, у нас сегодня будут в студии очень интересные гости. Девушки, которые не побоялись начать жизнь далеко за пределами нашей республики. Ну а по каким причинам мы узнаем сегодня. Поехали! 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 Ну что, тема нашего эфира – наши за границей. И хотелось бы узнать, девочки, был ли у вас опыт проживания за границей? Ну, насколько долгий, как можно... Ну, вообще, вот, допустим, жить за границей, но даже, пускай, даже в течение там, 2 недолго недель. я находилась за границей. Где была? Находилась за границей. Я не буду говорить. Какая скрытая, Машенька. Ну и как долго ты прожила за границей? Без общения языка я сразу говорю, что это тяжело. Ну, около полугода. Около полугода. И, допустим, ты все-таки вспоминаешь этот опыт своей жизни с радостью, с позитивными эмоциями. Абсолютно. Но у меня был также опыт проживания за границей. На протяжении 1,5 лет я жила в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, это до сих пор для меня как сказка. То есть порой я даже думаю, что это было не со мной, что это было вообще где-то там, знаете, во-первых, очень давно как будто бы. И как будто это было где-то во сне. Все-таки такое ощущение. Но проживать за границей, это, мне кажется, очень здорово, круто. И даже не важно, да, хороший ли опыт, плохой ли опыт, все равно это полезный опыт. Настя, Как долго ты там жила даже? 1,5 года я прожила. Ну это срок. 1,5 года совершенно, да, без русского языка. За мелкие правонарушения так дают. Настя, ты жила за границей? Ну нет, к сожалению, не жила, но я проходила обучение за границей несколько раз, поэтому, ну, не могу сказать, что прям жила. Отлично. Ну что, мы, конечно, сегодня поговорим на эту тему еще чуть подробнее, чуть позже, но и самое время перейти к нашей любимой рубрике «Лайфхаки от Маши». Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз я с вами поздороваюсь. Я сегодня в образе ученицы-отличницы, поэтому буду умничать и говорить разные умные вещи. Ну и, к примеру, тому, что мы уже говорили про заграницу, я решила, раз уж мы говорим о загранице, первое, что у меня потрясло за границей, это то, что у них, вот мы привыкли к нашим пакетам, молоко, соки, напитки. У них интересная вещь. Очень многие напитки, соки, и в том числе молоко, продаются в канистрах. Апельсиновый сок в канистрах, молоко, ну, канистры немножечко другие. И поскольку американцы, и многие европейцы, и многие уже и население, так сказать, и Восточной Азии привыкли к этому и покупают большие, как мы вот затариваемся на неделю. Они также покупают, у них холодильники большие, объемы большие, семьи большие. И вот стоят эти канистры, и они настолько экономные люди, они приспосабливают эти канистры. Сегодня мы будем трансформировать нашу канистру, которую я, вот, допустим, лично покупаю, пристрастилась в одном из наших магазинов, чтобы не сойти на рекламу, покупаю моющее средство. Очень удобно, то есть хватает надолго. Этим средством можно мыть и кухню, и полы, и посуду. И вот остаются канистры, которые я не знала, что с ними делать, а жалко выбросить. Увидела и решила попробовать. Делать будем контейнеры для хранения чего-либо. Очень удобные они стоят, причем их вот как раз на западных сайтах, где я смотрела, их оформляют, как-то раскрашивают, оформляют даже тканью. То есть вариаций очень большое количество. Нам понадобится для этого, естественно, канистры. Маркер, который будет достаточно виден, нож канцелярский, ну, если можно, сантиметр, ну, вот, кто может на глаз, так сказать. То есть нам сначала нужно обрезать. Сразу говорю, главное в этом лайфхаке – это сохранить ручку. То есть нам нужно фактически удалить вот эту верхнюю часть, сохранив ручку.
И у нас получается коробка с ручкой, причем она достаточно такая прикольная получается. Ну, то есть Ну, вот. это может быть как под сыпучий, да, как под твердый. Абсолютно. Под жидкость не подойдет, Нет, наверное, уже. жидкости уже нет, конечно. То есть, если ты хочешь жидкость, то сохрани канистру, просто помой ее. Тебе резать ее не надо. Тогда, получается, мы делаем такие боксы, как сказать, да? Да, как раз боксы. Вот это я и хотела. Ну, контейнеры просто это более, хотя тоже западное слово. Вот, мы, значит, так опоясываем с помощью сантиметра и чертим линию, которую нам нужно прорезать. Я пунктиром небольшим отмечаю. Интересно, а край потом как-то надо будет? Он не колючий будет, края там? Нет, если аккуратно резать... Ой, пардон. Ну, опять же, можно взывать к силам более, так сказать... Ну, можно к Богу, конечно, помолиться. Но, как говорится, на Бога надейся, сам не плашай. Можно кого-то более сильного попросить, если таковые имеются в доме. Но лучше, конечно, постараться обрезать без заусенок, как правильно Настя заметила, чтобы не порезаться потом. Ну, как правило, хорошо режется. Я уже пробовала. У тебя, наверное, дома уже уйма таких контейнеров. Нет, я... Если... Ты как думаешь, сколько 5 литров моющего средства хватает? Я им год пользуюсь. Вот как раз 2 года как-то. Ну, единственное, что на самом деле, вот сейчас, когда я сделала себе, очень удобно у меня хранить карандаши детские, когда их очень много, потому что, ну, как правило, покупают, потом дарят карандаши, они как-то накапливаются. Картонные коробки такого пользования не выдерживают, они лопаются. И, ну вот мы сделали вот такой пунктир. Теперь нужно аккуратно разрезать с помощью ножа. Ну, опять же, тут надо, я не знаю, тоже помолиться и аккуратно начать. То есть мы углубляем нож и режем аккуратно. Ну, да, не так уж и это, наверное, да, оказывается? Не так... Нет, это не сложно. Не сложно. Самое опасное место — это как раз вот где находится горловина. Лучше сразу начать с другой стороны, чтобы получилось более-менее ровно. Ну, то есть, в общем, по сути, нужно просто вырезать, а далее остается дело только за декором, верно? Да. Нет, ну декорировать, я бы не сказала, что за декором, а придумать сначала назначение. Если тебе нужно для каких-то гвоздей, то зачем его нафиг декорировать, извините за выражение? Отлично. Маша, как всегда, у нас, да, в своем репертуаре. Девочки, ну у меня есть такой вопрос к вам. Как вы думаете, какая страна самая популярная сейчас среди наших земляков, которые переезжают туда на постоянное место жительства? Вот какая страна, на ваш взгляд? Не знаю, мне кажется, Теплая. может, Я думаю, Канада? что теплая. Понятно, что теплая, да. И что это? Ну если теплая страна, то, наверное, скорее всего, Юго-Восток и Таиланд. Да? Все верно. Действительно, Таиланд сейчас настолько популярен, и туда уезжают не просто встретить Новый год, а туда уезжают на несколько месяцев. И уезжают даже на постоянное место жительства, особенно наши земляки, которые устали от суровых морозов. И давайте посмотрим следующий сюжет. Внимание на экран. Мы семья докторов, и в этом году мы решили провести зиму в Таиланде и находимся тут уже 5-й месяц. Таиланд нас привлек жарким климатом, спелыми и свежими фруктами, морем и солнцем. Тайцы народ очень гостеприимный и дружелюбный, очень любит детей. Тут много туристов из России и Европы, которые также зимуют здесь. Если хотите в Таиланд на короткий срок, на 1-2 недели, тогда лучше приехать по путевке через турагентство. А если собираетесь на зимовку, то лучше за это взяться самим. Если приехать в Таиланд на месяц, то виза не потребуется. В аэропорту вам просто поставят бесплатный штамп. Если соберетесь на более долгий срок, то лучше сделать визу. Визу также можно получить и будучи уже в Таиланде, просто выехав в соседнюю страну. В любом курортном городе и острове много компаний, которые будут рады вам в этом помочь. С языком мы также проблем не встретили. Английский достаточно знать на среднем уровне, а в большинстве туристических зон многие понимают по-русски. А если очень нужно, то всегда можно воспользоваться приложением-переводчиком. Цены на аренду жилья зависят от курорта и его расположения в нем. В среднем цена на аренду начинается от 25 тысяч рублей. Вначале лучше остановиться в отеле на неделю и уже на месте искать подходящее вам жилье. В
В Таиланде можно найти почти все виды продуктов, которыми привыкли питаться дома. Есть как маленькие магазины, так и большие гипермаркеты. На рынках большое изобилие как экзотических, так и привычных нам фруктов и овощей. Цены почти не отличаются от российских, где-то чуть выше, где-то ниже. Можно готовить и дома, а можно кушать на уличных кафешках. Местные жители почти все кушают так как цены в них весьма доступные. В Таиланде большой выбор развлечений и экскурсий круглый год. Вам не придется скучать дома и думать, куда пойти. В конце хотела бы сказать, что нам тут очень нравится и уверена понравится и вам. Не зря много людей приезжают тут зимовать каждый год. Не бойтесь путешествовать, открывать новые страны и города, ведь в путешествиях человек развивается, расширяет свои рамки мировоззрения и еще больше понимает, что какой бы национальности люди ни были, все хотим мира во всем мире, добра и счастья. Какой замечательный сюжет мы получили буквально за несколько минут до нашего эфира. И я думаю, наглядно можно убедиться в том, что в Таиланде можно проживать постоянно. И следующий наш гость в этой студии – это Александра Михайлова, которая не побоялась отправиться на проживание в Таиланд с новорожденным ребеночком на руках. Здравствуйте! Здравствуйте! Это как раз вот тот новорожденный, да? Вот этот новорожденный уже подрос, да? Так, ну сколько вам лет? Вот Сколько мальчику нам сейчас лет? уже. Сколько нам лет? Сколько тебе лет? 3 года. 3 годика. Значит, вы впервые отправились в Таиланд 3 года назад. Да. И по какой причине? С чего вдруг? Я сидела по уходу за ребенком, и это была зима. С подружками решили все выехать, ну, собрались. В то время еще доллар был очень низкий, забронировали дом и просто так решили, взяли и поехали зимовать. И ему тогда было, если не ошибаюсь, Ему 7 месяцев. было 7 месяцев. 7 месяцев? Да. Да, рискованная. Очень рискованно. И тут-то, да, не справляешься, когда кругом у тебя куча родственников, да, там дом у тебя полный, да. И, соответственно, вы не побоялись и отправились. И прожили там первый раз сколько? Первый раз прожили 3 месяца. 3 месяца. Ну что, эту беседу мы продолжим сразу после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. И снова здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите «Город женщин». И тема нашего эфира сегодня – «Наши за границей». И у нас в студии находится Александра Михайлова и ее замечательный сыночек. Именно с ним она впервые отправилась на проживание в далекий Таиланд, когда мальчику было всего лишь 7 месяцев. Ну что, первый вопрос, конечно, прилетела. Но вроде вначале отдохнуть. Все весело, здорово. Но потом же сталкиваешься с такими проблемами, как, допустим, питание для ребенка. Как обстоит дело Но с зато этим? экономить можно было на памперсах, правильно? Там тепло, ходит голенький. Да, правильно. Как правило, да, с ребенком мы поехали в 7 месяцев. Все мамы знают, что 7 месяцев это у нас грудное скармливание. Перелет у нас прошел замечательно, всю дорогу он спал. Приехали, то есть это я должна была беспокоиться только о своем питании. То есть питаться самыми лучшими продуктами. В Таиланде все натуральное. Натуральные продукты, там мясо, фрукты все очень свежие, да, молочка. Вся очень свежая, очень вкусная. Я питалась сама, ребенок у меня... Ребенок у меня, то есть первый прикорм. Первый прикорм мы ввели уже в Таиланде. Это были фрукты, не экзотические, привычные для нас фрукты. Это были... Мы с Димасиком Тимурком были. Прикорм, значит, ты питалась, заботилась больше о своем питании, да? Да. Тимурка в основном ел фрукты, ел кашки местные, очень вкусные. А какие там каши, кстати, вот интересно? Кашки, ну, которые у нас традиционные в Nestlé, да, но они там более вкуснее. Овсяные кашки, да, вот, очень вкусные. В гипермаркетах продаются очень вкусные пюрешки, непривычные для нас, там манго, папайя, да, но они очень вкусные, гипераллергенные. Аллергия не возникала? Не возникала.
Ну, самое важное, да, когда в Таиланде живешь, это нужно обязательно позаботиться о страховке. Вот. Когда едешь, да, ребенок все-таки это большой риск ехать за границу, да, и надо обязательно мамам позаботиться о страховке перед отъездом. Страховка довольно дешевая, можно оформить в любой страховой компании, которая у нас есть, да. В Таиланде, ну, непосредственно на Пхукете есть международные клиники, которые предоставляют очень высококачественную, высококлассную медицинскую помощь. Приходишь, когда какие-то есть, скажем, реакции на какие-то продукты, есть какие-то проблемы со здоровьем, да, сразу мы выезжаем, и нам предоставляют уже какую-то определенную услугу, и там же предоставляют медикаменты. То есть с этим проблем у тебя Вообще так не не было? было, да. Потому что все-таки 7 месяцев, это же и зубы лезут, да, а затем он начинает ползать, брать все в рот, и это Вот все-таки... как ни странно, да, вот мы там приехали, и я вот думала, вот у нас сейчас зубки вылезут, да. Да, у нас зубки начали вылазить, но единственное, один раз у нас температура поднялась. Ну, тут якутский, это не проблема, да. Мы поехали к врачу, и он посмотрел, это не проблема, у нас зубки начинают вылазить, и нам выписали жаропонижающее. Мы там же выпили, у нас температура там была 2 дня только. И мы сразу на следующий день уже купались. То есть проблем с питанием не возникало, проблем с медицинским обслуживанием не возникало. Следующий вопрос. Как и любой, наверное, мамочке, да, важно, чем там занять ребенка. Вот помимо того, что там круглый там, год жара, вот что там можно для ребенка открыть нового? Вот почему мы каждый раз ездим в Таиланд? Да, вот три раза ездили, разные возрасты, в год, 2 года, 3 года, да. А мы Таиланд открываем по-новому. Ребенок все-таки растет, развлечения все они разные. В год ребенок, в принципе, он ничего не хотел. Мама и да, и больше ему ничего не надо, да. Главное, чтобы мама была счастлива. Развлекала я себя сама, с друзьями. То есть это, по сути, такая реабилитация после родов, да? Да, после родовой. Развлекала я себя сама, ездили на море, лежали, да, ребенок спит в коляске. Ездили с друзьями по достопримечательностям. Мы с друзьями арендовали мотобайк, ездили, я сама водила. Важно обязательно побеспокоиться о международных правах. Еще раз, извините, перебью. Сколько вы там были, получается? 3 месяца были. 3 месяца. Ребенка я посадила на хипсит, и он там спал спокойно, и мы ездили. Активно, да, вы представляете, да, бесстрашно, ты передвигаешься с трудом с новорожденным ребенком, да, А вот а она села на байк и движение там поехала. очень было загруженное. Вот Движение там бешеное вообще в Таиланде. Там у них левостороннее движение, не такое привычное, как у нас, да, но нужно придерживаться правила левой руки. Ну, ты То есть все справилась. наоборот. Ты справилась. Да. Хорошо. Значит, первый опыт у тебя был отличный. Да. Затем, значит, спустя год ты вновь отправилась туда и опять с мало ребенком. показалось. Мало показалось. Ребенок во 2-й год уже начал более активно заинтересоваться морем. В 1-й год мы сходили на дельфинарий, зоопарк. Уже ребенку все интересно стало, да. Уже те привычные продукты, которые мы кушаем, ребенок уже все кушает. То есть он уже начинает все изучать, трогать, пробовать, нюхать, да? Хорошо. Саш, у нас совсем немножечко времени осталось. 3 плюса проживания с ребенком в Таиланде. Это эмоции ребенка, первое-наперво, да. Второе, это все-таки заграница, международные какие-то вылеты, да. В другие страны, они открывают столько возможностей, и ребенок, ну, развивается. Третье, это все-таки, все мамы знают, что море, он дает огромный такой скачок в развитии. Ребенок начинает, ну вот мы в 7 месяцев съездили, да, и он на 8-й месяц он уже пошел, то есть он начал ходить. А для мальчика это, кстати, достижение. Обычно мальчики начинают ходить позже, если не ошибаюсь. После 2-го прилета домой, да, мы начали говорить. Вот мы недавно вот только съездили, ну, развитие, как видите сами, Шустрый парень. очень активный, да. Прелесть. Интересуется всем. Он интересуется самолетами. Хорошо. То есть Саша, его мечта стать летчиком. Летчиком мечтает стать. Саша, ну скажи, мечтала бы ты переехать туда на постоянное место жительства, в Таиланд? Ну,
скорее всего, да, на неопределенный срок, да, но не на постоянное. Но не на постоянное. Скажем, на зиму, но На зиму. не на постоянное. Ну что, спасибо большое, Сашенька. Спасибо Мы вам. желаем тебе удачи, счастья и здоровья твоему малышу. Спасибо. Итак, дорогие телезрители, мы продолжаем с вами беседу. Сейчас мы с вами проведем урок английского языка, и для этого нам понадобятся мои ученики. Но, как я уже заранее говорила, мы с вами сегодня будем практиковать времена английского глагола. Я бы хотела подойти поближе к доске. Так. О, у нас сегодня доска. Да, в доске нам понадобится, мы будем с вами практиковать очень в игровой форме, то есть не скучно будет, да. Я приглашаю своих учениц, это Амелия, Оля, Саина. Итак, девочки, значит, этот урок он нацелен на детей, которые уже знают, как образуются времена глагола. Девочки, они уже знают, как это образуется, да, но немножко затрудняются в употреблении в повседневной речи, да, то есть мы с вами сейчас будем практиковать, как же все-таки правильно поставить английский глагол в том или ином времени, ну, немножко в необычной форме. Итак, девочки, нужно бросить вот этот вот такой мячик, надо будет бросить мячик сюда, ну, в любое место, да. Здесь у нас за бумажками спрятаны глаголы, которые надо будет проспрягать. Да, понятно, девочки? Да, что надо делать? Так, держи, Амелия. Так, подождите одну секундочку. Нам понадобится, вы у нас будете говорить, поэтому держите микрофон. Так, ну все, готово, Амелия? Давай, бросай. Так, ну, мне кажется, попалась на present perfect continuous. О, Present perfect continuous. начинается. Самое сложное время глагола present perfect continuous. Итак, ну-ка, как мы будем спрягать глагол swim на present perfect continuous? Хорошо, молодец, замечательно. Передаем Саине. Молодец. Так, Саина, бросай. Так, куда? Present continuous. Past perfect. Так, страшные микрофон, вещи пожалуйста, говорите. чуть-чуть поближе. Итак, чуть посложнее. Have breakfast. Как он у нас переводится? Have breakfast. Завтрак. Завтрак. Получается have breakfast. А поближе держи, пожалуйста. Завтракать, да? Да, Ага, так, теперь надо поставить глагол have breakfast в past perfect. I have... нет. Да, правильно. Нет, I had. Breakfast. А основной? I had. И основной глагол надо в какой форме поставить, девочки? Давайте вспомним. В третьей форме. Ну-ка, спрягаем. Have, had, had. Получается, мы 2 раза повторяем или только 1 раз надо будет? Только 1 раз? Да, 2 раза. То есть I had breakfast. Правильно. Оказывается, ребята, у нас have не только вспомогательный глагол, но также еще какой? Основной. Да? То есть 2 раза можно говорить. Так, передаем. И, пожалуйста, поближе, девочки, микрофон и погромче, хорошо? Ну, посчитаем, что это у нас present simple. Самое О, легкое. боже. Самое легкое. Это самый простой глагол. Да, самое простое Он время. даже переводится Это как мы present знаем. simple. I do. Правильно. I do. Окей. Амелия? Так, где он у нас? Сильно не бросайте. Так, ну давайте. Past simple. Это тоже самый-самый-самый ходовой у нас глагол для того, чтобы говорили мы, да, что мы делали вчера, позавчера, в прошлом году. Так. I looked. Молодец. Делала. А почему, Да, ну, Амелия, скажи, пожалуйста, почему прибавили окончание «иди», а не поставили во второй форме, как мы обычно делаем? Потому что это неправильный глагол, и у него нет других форм. Да, правильно. Если глагол неправильно, мы ставим, просто прибавляем окончание «иди». Чтобы сказать, что I looked, как переводится? Я видел. Да, я видела. Угу. Опять-таки попался сложный, сыны сегодня не сложные. Так, past perfect continuous. О, боже. I had been drunk. Ага, и что еще? Drink. А
Какое у нас окончание? Паспорт. Drinking, молодец, правильно. Drinking, какой хорошо. глагол. Так. Новогодний. Ну давайте посчитаем. Наверное, здесь все-таки past perfect continuous опять-таки. Девочки начинают нервничать, кидаются сильнее и сильнее. Девочки, Погромче. цельтесь. I had been going. Going, молодец, замечательно. Итак, дорогие телезрители, это упражнение у нас было нацелено на то, чтобы укрепить в речи форму времен глаголов, да, и мы с вами, что вы сегодня узнали? Ну-ка, быстренько скажите. Погромче. Что глагол может быть не только вспомогательным, но и основным. Да, молодцы. Ну и все, замечательно. Спасибо большое. Молодцы. Мы с вами прощаемся. Ну, хочу напомнить, что вы в городе женщин. Сегодня среда. И сейчас наша постоянная рубрика. Хотите быть красивой, знать, как сделать себе раскосые глаза или кошачий взгляд, то Beauty Time вам в помощь. Дорогие девушки и женщины, с вами визажист-стилист Яна Мария Назарова. Сегодня я вам покажу романтичный макияж. Он очень нежный и чувственный. Использую косметику от Inglot. Очищаем нашу кожу, подготавливая ее к макияжу. Используя базу под макияж, вы будете уверены, что тон ляжет ровно и будет держаться очень долго. Наносим консилер под глаза. Плотной текстуры. Теперь наносим тональный крем, заводя его на шею и на ушные раковины. Корректируем лицо, скулы, подбородок, нос и лобная часть. Заполняем штриховыми движениями там, где не хватает волосков. Хочется сделать брови более густыми, но так как природа не одарила меня густыми бровями, можно использовать обычную тушь для ресниц, но она должна быть немножко подсохшей. Если у вас густые брови, вам поможет гель для бровей. Интересные тени, жидкие. Вы их можете нанести, растушевать пальчиком и не беспокоиться, они очень стойкие и красивые. Чтобы сделать глаза более выразительными, прокрашиваем ресничный край черными тенями. Тушью прокрашиваем ресницы. Теперь наносим румяна. Чтобы определить, куда их наносить, слегка улыбнитесь. Мой любимый хайлайтер придаст сияние и свежесть моему образу. Не пугайтесь активного цвета. Его можно растушевать, и будет эффект зацелованных губ. Пушистой кисточкой нанесите помаду на губы. Если помада ушла за границу губ, ее можно убрать тональным кремом. Немножко нанесем блеска для губ. Романтичный образ готов. Нежный и непринужденный. Дорогие девушки и женщины, надеюсь, вам нравятся мои видеоуроки. Любите себя, ухаживайте за собой. До новых встреч. Пока-пока! Итак,
Итак, мы продолжаем прямой эфир города женщин. И сегодня мы говорим на такую интересную тему, как наши заграницы. И в первом блоке у нас была замечательная гостья, которая посетила заграницу в качестве путешественника, и понравилось ей там, и она там побывала даже с новорожденным ребенком. Ну а сейчас в нашей студии появится Ольга Дегтярева. Оленька, проходите. Здравствуйте. Оленька, Оленька посетила больше 10 стран. В некоторых из них она проживала. И знаете почему? Потому что у нее такая работа. Хотела сказать, потому что здесь работы не было. Да. И начнем именно с этого. Оля, когда впервые ты оказалась за границей, именно на длительный срок, и когда это было и по какой причине? В 2010 году я поехала работать в Турцию. В Москве работала в рекламном агентстве. Ну вот прям Москва меня душила сильно. И требовалась какая-то перезагрузка. И подвернулась работа. Ну, как подвернулась? Ответила подруга. Она там работала, что вот можно поехать за границу и так далее. Ну, я решила, почему нет, съездить, перезагрузить. В качестве кого ты туда поехала работать? Да. В качестве гида. Гида. Не аниматором, да? Нет. Есть Это еще хлеще, чем в Москве жить аниматором в Турции. Есть гиды-аниматоры, гиды трансферные, которые встречают. Да, если вы ездили за границу по турпутевке, должны знать, встречают вас и довозят из аэропорта в автобусе, затем гиды, которые вас встречают в отеле, гиды, которые ездят с вами на экскурсии. Вот, я прошла все этапы. Отлично. И ты там задержалась на... В Турции задержалась на 6 месяцев, потом хотела обратно возвращаться в Москву к работе, к нормальной обычной жизни. Нормальной жизни. Нормальной жизни. Ну, как все думают, да, нормально. И как я раньше думала, что это нормальная жизнь. Но мне затем в конце сезона, вот моего, по прошествии 6 месяцев, предложили работать в Испании на лето. Поехать в Испанию на лето. И я подумала, что... Там вообще, наверное, шикарно, да? Конечно. И тем более, что я, учась здесь, в Якутске, в педагогическом училище, второй мой язык был испанский. И я прям подумала, что это же судьба, это вот вообще нужно ехать. Но мне сказали, что чтобы поехать в Испанию, нужно отработать в Египте. Я ничего не могла понять. Что это за звучит очень страшно. Работать в Египте. И ты полетела в Египет? Да, конечно. Сколько ты там пробыла? 6 месяцев. Опять полгода? Да. Ну, то есть это как бы контрактная работа. Закодированное число. И затем ты все-таки оказалась... 6 месяцев это длится вот этот вот как раз-таки в странах, нет, не тур, а сезон. Да, и ты работаешь по сезонам. Это и затем ты отправилась в Испанию. Да, на Майорку. Мы открывали Майорку. Да. Там вообще шикарно, наверное. Прекрасно. Это вообще... Ну, тебе повезло, Оля. В общем, значит, и это ты поняла, что это уже не просто путешествие, и ты попробовала отдохнуть, да? Это я ты подсела, поняла, что называется. это твоя работа. Вот у всех такое почему-то мнение, что вот ты живешь там, за границей, у моря, и ты отдыхаешь. Вы знаете, это адский труд. Конечно, на самом деле. я вот и хотела сказать, я просто помню гида нашего бедного, ей звонили все туристы, спрашивали, скажите, пожалуйста, да, она отвечала, да, хорошо, я сделала. Думаю, боже, ну и работенка. Гиды мало Это же спят, какой-то очень много ужас. работают. Днем, ночью звонили, скажите, пожалуйста, телефон нашего гида. Бедная, это женщина. Ну и ведь это же еще и постоянное обучение, ведь не в каждой стране ты все знаешь в совершенстве. Конечно, перед тем, как поехать в страну, у нас идут тренинги, мы очень Обычаи, много наверное, тоже читаем, имеются. обычаи в каждой стране разные, то есть все это, конечно, нужно учитывать, да. И все И это вот не сколько просто. лет ты уже так колесишь по миру и работаешь гидом? С 10-го года, получается, ну, вот эту вот зиму первую с 10-го года я провожу в Якутске. Я решила, как этот челлендж. Первый раз за 7 лет увидели снег, да? Да. Ужас, Извини как себя. раз тут стало очень холодно, да? Я не знаю, да, стало очень Да, девочки, вот мы не зря затронули тему, потому что я уже пообщалась с Оленькой и знаю такой факт, что последние 6 зим, то есть 6 сезонов, как она говорит, она встречала в Гоа, если правильно. Вы представляете? Вот сейчас сидели, спорили, я так и знала, что так скажешь. Какой счастливый человек. Зимы не видела вообще практически. Вот, тогда вопрос, почему именно Гоа и каждая зима там? Ну, опять же, первый раз Индия со мной случилась, когда я поехала туда по работе. После Испании на зимний сезон меня направили работать в Гоа. Это кажется, да, что ты можешь выбирать страны. Вот хочу поехать в Доминикану, хочу на Бали, еще куда-то. Нет, тебя оператор отправляет, ну вот где ты Там работаешь. где-то вас завербовали, что ли? Да. Получается по контракту, и вот, да, тебе приходит распределение, вы едете в Гоа. И твое право либо согласиться, либо ты едешь домой и, собственно, И в следующий раз тебя уже никуда не приглашают. Ну да, Я наверное. знаю, что многие боятся Индии, да, то есть
какое было твое ощущение сначала? Вот какие ты испытала эмоции? Каждый раз работа в новом коллективе, в новой по стране. 6 месяцев. И еще и по 6 месяцев. Как ты каждый раз на это На идешь? самом деле, ну, это очень интересно узнавать что-то новое. Индию я знала только из индийских фильмов. У меня мама поклонница, как и все мамы, наверное, да, и вот я смотрела с ней эти В семье индийские поют индийские песни? Мама поет, да, каждый вечер. Плачет и Ну, я поет. смотрю, у вас по рукам видно, что вы в Индии побывали. Вся в браслетиках, да. Обереги, да. Вот, и когда я приехала туда, никаких песен и танцев, и никаких вот этих ярких То есть там одежд, никто не ничего поет? нет. Нет, они так все не встречали вас там? разговаривают. Странные запахи, вот эти вот специи, еда интересная, Ой, пыль, специи, да, грязь, коров много, собаки бродячие и так далее. Вот, но потом какой-то наступает у тебя вот этот вот щелчок, и он со мной тоже случился, да, я хотела уехать, бросить все, и подумала, что Индия это совсем не мое, я буду продолжать смотреть индийские фильмы, может быть, но в Индии жить совершенно нет. Маму не разочаровали? соглашусь. Вот она смотрит фильм и говорит: мам, там на самом деле не так. Там не Разочаровала. так, там не поют. Разочаровала, конечно. Вот. И что, я приехала в одно волшебное место, оно называется Хампи в Индии. И вот когда ты сидишь, вот этот вот закат это же вообще что-то магическое. Солнце заходит, горы кругом, и такое ощущение, как будто ты на Марсе. Там камни 2-3-метровые. Вы на океанической территории? Да. И вот ты сидишь один, тишина, и где-то там поют мантры, священники читают вот эти вот книги. Мне что-то щелкнуло. Я поняла, что вот это вот моя страна, и я буду туда возвращаться, и так вот получилось. И на протяжении вместе уже с мамой 6 поем. лет, да? Ну, это здорово. На протяжении 6 лет ты уже встречаешь... 6 зим. 6 зим. 6 зим. 6 зим. Именно А, провожу ну там. 6 зим — это 6 сезонов, 6 получается. сезонов, да. Говорят, Индия очень сильно меняет человека. Такое случилось с тобой? Наверное, нужно спросить мое окружение. Мне кажется, что я такая же осталась, в принципе. Меняется твое отношение Да, вот к я жизни. хотела сказать, Отношение не к меняются жизни, люди, то а есть, меняется отношение к жизни. Вот да, очень это многие правильно. говорят, что происходит это. Ну и вот стандартный вопрос нашего эфира сегодня. Назови плюсы и минусы, ну давай по 3. 3 плюса и 3 минуса проживания в Индии. В Индии, в частности в Гоа, да, мы же не говорим про всю Индию, мы говорим про Гоа, это все-таки туристическое место, штат небольшой. Плюсы, давайте с хорошего начнем. Плюсы, конечно же, это недорогое проживание, то есть там можно за небольшие, незначительно За большие сколько? деньги. Вот так, давайте, приблизительно. Ну, приблизительно, да, можно сдавать квартиру и жить там, вообще ни в чем себе не отказывая, как Ну, собственно, король. так очень многие у нас и делают. Да, это вот называется дауншифтеры. Либо приехать, если у тебя нет квартиры, не сдавать ничего, то можно там найти работу, хендмейд, что-то делать, продавать. Так, все и отдыхать на зиму едем в Индию. Зимовать. А я не могу вообще без зимы, без Дальше, нашей дальше совершенно. плюсики. Плюсы. Ну, вот это вот экономичное проживание, да. Опять же, знакомство с культурой, расширение вот своего кругозора. Ты можешь поехать в любую абсолютно точку Индии на поезде, на автобусе, не обязательно на самолете. Знакомишься с культурой, и так как там не только русские и индийцы, там очень много людей из разных стран, и вот ты обогащаешься, когда общаешься с ними. Культурный обмен. Говоришь Это вторая. по-английски? Это вторая, третья. Третья, вы сказали, три. Третья. Ой, я не знаю, что еще. Мне все нравится. Еда, Ну, значит, развлечения. Развлечения. Там в Гоа можно найти массу развлечений. Вечное веселье. Нет, Да, минусы, минусы, теперь минусы. Не Давай все же уж так хорошо. что-нибудь Давайте ложку плохое. дегтя. Значит, что? Наверное, еда для многих будет непривычна поначалу. Да. Она очень специфичная, индийская, очень много специй они используют. Затем... Минусы. Ну, если ты не знаешь языка, наверное, это тоже будет языковой барьер. Языковой барьер. И, как говорят в Индии, в Гоа, да, когда ты приезжаешь, тебя Индия либо принимает, либо не принимает. Я считаю, это минус. Вот ты приедешь и не примет тебя страна. То есть вариант Да, я того, такое что тоже может слышала, случиться. да. Отлично. Какими А вода, намерениями, вот да, знаете, еще, если вода не бутилированная, как вы воспринимали воду? Говорят, что там вода Когда ты другая. уже поживешь там, то, в принципе, мы пили воду из-под крана, с нами ничего не случалось. Вот жива, здорова. Замечательно. Спасибо большое, Оленька, Спасибо. за то, что посвятила нас, да, в такую интересную тему, как проживание в Гоа. Ну а мы увидимся сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эфир города женщин. И сегодня мы говорим на такую интересную тему, как наши за границей. И в студии у нас сегодня побывали замечательные гости, которые по семейным обстоятельствам, да, уехали за границу по работе и просто по интересам, путешествуя. Ну и самое время пригласить в нашу студию Викторию Югай. Виктория Югай у нас живет на 2 Здравствуйте. страны.
Это Россия и Корея. А вот почему, расскажет она сама. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктория, ну расскажите, как давно вы отправились в Корею впервые? Мы живем в Корее с 2013 года. Когда мы переехали, когда ребенку было полгода, 6 месяцев. Вообще мы планировали чуть пораньше, но как-то вот я все откладывала, все равно была боязнь того, что я в неизвестной стране буду рожать, наверное, все-таки. Какая-то ответственность, и я решила переехать после родов, уже когда ребенок чуть-чуть вырастет. Ну, 6 месяцев уже большой надо, можно ехать. Ну, давайте раскроем такую небольшую тайну. Почему именно Корея, тем более всей семьей вы туда улетели? Почему? Почему Корея? Да, у меня просто муж, он кореец, но, как мы говорим, наш кореец. Он гражданин России, но Корея дает как бы право, вид на жительство, то есть виза F4, и который дается на 5 лет и продлевается. Можно продлевать без Не гражданство, а выезда. именно виза, да? Да, это не гражданство, это Я думала, виза. гражданство двойное им дают. Нет, нет, нет. Но Ну, проще потом- получить, получается, визу, да? Да, получает один раз в 5 лет, продлевает визу, и не выезжая, мы можем там жить, и дает все права, то есть такие же права, как у корейцев, у граждан Кореи. Официальная работа, может там какими-то кредитами, ипотекой и так далее, всем что угодно. А нужно, чтобы у тебя было написано кореец, или как-то нужно доказывать, что ты Да, кореец? надо доказывать, что у тебя бабушка, О, мама, ничего. то есть вот уже, ну как бы чистые корейцы. То есть наличие у меня фамилии Анкехва. Я вот хотела идет. У нас был разговор по твоей фамилии. Да. Ну и значит, вы тогда побывали впервые, да? Да. И Нет, я до этого ездила просто туристом. как да. туристом. Как Ну, в турист 2014 году вы переехали, да? Ну и мы сегодня все говорим вот о таком безоблачном, да, переезде, когда все здорово, весело, да? Ну, ведь сталкиваешься с какими проблемами? Вот вы столкнулись, Конечно, наверное, тоже с конечно, некими проблемами. Что сталкиваешься. это было? Сталкиваешься, когда, допустим, наверное, с жильем. Все-таки жилье в Корее как бы дорого, да, аренда дорогая. Там есть два варианта аренды, там когда отдаешь, называется пудингым, как залог, да, крупную сумму, и живешь. Просто оплачиваешь, как по нашим понятиям, ну не квартплат, да, коммунальные услуги, да. Есть еще такое, как вольсек, когда ты платишь чуть поменьше сумму, но оплачиваешь каждый месяц уже за аренду. И у нас стоял выбор, когда вот были сложности с арендой, но Получается, в жилье, да, принципе, самая основная в проблема? принципе, это как бы решиться самому и зависит от твоих финансовых возможностей. Да, то есть нужно не просто взял, поехал, да, Да, как у нас же есть конечно, прямые конечно. билеты до Сеула, да? Да, Тут и- нужно с финансовой подушкой поехать. Конечно. И история, как с Индией, тут нереально. Нет. Знаете, это можно хоть с 5 рублями поехать. Давайте дадим квартиру, поедем в Корею. Дальше у меня возникает вопрос. Приехала ты туда уже с ребенком. Что вот для образования, детские сады, школа и так далее, вот как с этим обстоят С дела? детскими садами там вообще проблем нету. Я отдала в первый раз ребенка в садик, когда ему было 1,5 годика. Он пошел уже, вот получается, в хангукский садик, в корейский садик. Отдаешь, платишь, и все, и там, ну так же, То есть справка ничего не и так далее. требуется, Ничего да? не требуется. Ну, требуется, Пришел, конечно, прописка, документы у нас же есть. А медицинское обслуживание там в корейские садике также, да? документы. А медицинское обслуживание надо обязательно, главное, чтобы страховка была. Ну, то есть там прививки, он, получается, там у вас прививки все да, там получил? прививки он все получал. Ну, можно, в принципе, отказываться, но я как бы все прививки делала. Там с этим особо проблем никаких нету. Там просто приходишь, ты прикрепляешься к определенной педиатрии, да, педиатрическая Участку, как у клиника, нас, да? да. Есть Но там в основном страховка, как есть частные обслуживание. идут, да. Но там все равно каждый прием в больнице, там, в клинике, все платно. Хоть у тебя Ой-ой-ой. страховка есть, хоть Да, у тебя я нет. слышала, что Но разница в сумме. То есть там где-то примерно 80% скидку делают от всей суммы, да? Ну и самый главный вопрос. Корейский язык. Да. Как обстоят дела с этим? Ну, мне кажется, владеть английским это одно, а корейский это достаточно сложный А язык. писать по-корейски для меня вообще непонятно. Вот как ты с этим справилась? Я когда туда ехала, я вообще не знала, кроме «Аньхасеё», я не знала ничего. Но благо муж у меня знал корейский, поэтому все равно как-то вот чувство уверенности было. И я когда туда приехала, я сама учка,
Конечно, я не могу сказать, что я вот владею корейским, либо я вот отлично знаю, но могу сказать скромно, ну да, я знаю, я разговариваю. Бытовой Я язык, наверное, да? начинающий, да. И я, получается, самоучка. Я сама взяла книгу и начала учить. Ой, какая молодец. Замечательно. А ребенок у тебя уже в совершенстве владеет? Нет, ребенок у меня, ну, как бы знает, но он вот в силу того, что он ходил в корейский садик, он у меня начал говорить чисто на корейском. Он начал говорить на корейском, он еще, дети же коверкают слова, что-то съедают, да? Я поняла, что я своего ребенка начала не понимать. Я его теряю. Ну еще якутский, наверное, да, по-якутски, И бывало такое, что он говорит у меня, чего холодно на корейском? И когда горячо, он говорит, тай-тай. И что-то вот путаница начиналась, да. И я подумала, что надо сначала вот какой-то сделать базу, хотя бы чтобы был русский язык, чтобы он уверенно, свободно разговаривал на русском. И постепенно начала переводить его на русский. И в силу того, что я же здесь занимаюсь, у меня здесь магазин корейской косметики, и я стала сюда ездить. И его с собой. Да, я его с собой и отдала здесь в наш садик. Вот он начал уже, видимо, отдала вовремя, когда он начал уже говорить. И вот он начал у меня на русском. Вот в основном сейчас он, допустим, когда ему говорят на корейском, он как бы даже корейцам, которые вообще не понимают русский, он отвечает по-русски. Но все равно. Ну, значит, получается, он понимает. Да, он понимает, и он отдельные слова говорит, допустим, вода, какие-то фрукты, животные и так далее. Он отдельные слова говорит, знает. А папа с ним разговаривает по-корейски? Бывает. Бывает такое, да. Ну, мультики он смотрит корейские. Ну, то есть, все-таки ты большую часть времени сейчас проводишь здесь, в Якутии, или все-таки в Корее, если взять год в целом? Если взять в процентном соотношении, я процентов 30-35 здесь, в Якутске, остальные я в Корее. И мы постоянно с сыном то там, то здесь. Живем, получается, на две страны. На две страны. Да. И уже, наверное, привыкли к этому. Да. А вот у меня такой вопрос. Никто его не задал. Такое чувство, как тоска по родине, присуще вам или нет? Бывает. Я так думаю, что... Или вы уже совсем вот прямо двунациональная? Нет, я, получается, это все равно... Есть такое чувство, когда в Корее, да, ты приходишь домой и просто говоришь, о, наконец-то мы дома. А есть такое, когда ты приезжаешь сюда на родину и думаешь, я дома. Вот это я дома, да? То есть Здесь ты домом считаешь Якутию? Вообще, ну, да. Скорее всего, если взять вот так масштабно, то, конечно, это моя родина. Здесь тепло, в душе тепло. Якутская земля, она очень сильная, да? Да, да. Ну, вообще Корею сейчас очень любят дети подросткового возраста. И я думаю, многие телезрители сейчас у экранов, ну, просто для себя хотят сделать выводы, да. Вот опять стандартный вопрос нашего эфира. 3 плюса проживания в Корее и 3 минуса. 3 плюса. Это, конечно же, удобство. Это там все для людей. Все доступно. Если у тебя позволяют финансы, то все доступно. Все ты можешь себе позволить. Во-вторых, это, скорее всего, в отличие от других мегаполисов, это вот чисто вот для себя, да, я ощутила, там есть какое-то спокойствие. То есть нет такого прям суеты, суеты, бешеного. А в каком городе? Жизни. Мы в Сеуле сейчас живем, да. Мы сначала жили в провинции Кёнгидо, а вот последний год, в 2017 переехали в Сеул. В Сеуле? Да. Но тоже в самом таком крупном. И третий? Да. Хорошо, и третий плюс? Третий плюс – это культура. Это уверенность, это вот доверие людям, что они тебе ничего плохого... Ну, это, как менталитет, сказать, менталитет такой, да. Это вот спокойно. Спокойно, они на таком уровне, что там нет воровства никакого, нет никаких обманов, все на совести. Но тут зависит от человека. В Якутске как бы тоже нету воровства, да? Хорошо. Я не наблюдаю. Виктория, а обратная сторона медали, если говорить про минусы, что бы ты могла сказать я здесь? скажу, скорее всего, про то, что у меня же муж работает официально, там они трудоголики, там постоянно, чтобы жить в Корее, страны чтобы жить в Корее, надо работать. Хочешь жить красиво, трудись. Нет как таковых отпусков, как у нас здесь, допустим, да, от праздников. Там если праздник, да, то там Новый год, 2 дня отдохнули, все на работу.
Есть Как такое. волшебно. Это вот для меня, для меня большой минус ощутимый. То есть хочется новогодних каникул, да? Да, и еще минусы. А еще минус. Так, это надо подумать, потому что на самом деле в Корее мне очень все нравится. Да, потому что я не могу даже вот так найти. Но все равно, как сказала Виктория, дома лучше. Родина – это все равно родной дом. Ну что, дорогие телезрители, время нашего эфира подходит к концу. Спасибо большое, Виктория, что рассказала про свой опыт проживания в Корее. Ну и что, Новый год начался с изменений. Новый год, новые эмоции. И, возможно, кому-то из вас наш эфир сегодня поможет, и вы рискнете изменить свою жизнь в другую сторону, да, и попробуйте прожить где-то. Хотя бы путешествовать Хотя бы начать путешествовать. А что у нас получилось? Ну, у нас получился вот такой бокс, поскольку я не стала его декорировать намеренно, потому что туда положила ерунду, сделала маленькую бирочку. Уже скоро это будет уже ерунда, потому что Новый год заканчивается, и игрушки уже уходят на, так сказать, свое законное место. Кстати, очень на полку. хорошая идея. Всегда нужны же контейнеры в доме, даже. Ну, я еще раз говорю, что это очень удобно, даже если у вас просто полка, систематизировать игрушки детей мелкие, карандаши, фломастеры, очень удобно, действительно. То есть несколько штук в ряд. Ну что, спасибо, Машика, тебе за креативные идеи. Ну а мы увидимся с вами на следующей неделе в среду. С вами были Дарья Анкехова, Мария Куницкая и Анастасия Кондакова. До новых встреч, всего доброго. До свидания. Пока.